in this part, Mr. Muhyiddin Kabiri will speak about political prison in Tajikistan. We don't have a translation. We are so sorry. Уважаемые присутствующие дамы и господа, позвольте поприветствовать вас всех участников мероприятий, организованных Пакистан правозащитным Таджикистаном в рамках ежегодного совещания ГИБЧ ОБСЕ по человеческим явлениям. Также хочу поблагодарить ГИБЧ за создание атмосферы открытого общения, дискуссии и диалога между правительственными делегациями, между организациями и представителями гражданского общества. Я думаю, что ежегодное совещание ГИБЧ является уникальной площадкой для обсуждения самых актуальных проблем, касающихся фундаментальных прав и свобод граждан в государствах-членах ОБСЕ, а также есть возможность выработать единый механизм для их решения. Атмосфера совещания в текущем году свидетельствует о том, что наряду с правительственными делегациями и международными организациями представители гражданского общества Центральной Азии проявляют все больший интерес к данному мероприятию и принимают все более активное участие. Естественно, это вносит больше динамизма в работе конференции и позволяет участникам получать альтернативную информацию, иметь более объективные представления о происходящих событиях в нашем регионе. Возможно, такая ситуация делегациям и традиционным участникам международных дискуссионных форумов, где они привыкли в условиях безальтернативности давать мировому сообществу искаженную и одностороннюю информацию. Примером может служить демарш правительственной делегации Таджикистана, которая из-за активного участия представителей гражданского общества и политических активистов, находящихся за рубежом, в знак протеста покинула мероприятие. Не имея аргументированных ответов на поставленные вопросы, касающиеся нарушения основных прав и свобод собственных граждан, и почувствовав недоверие большинства участников форума к своей позиции, делегация вынуждена была покинуть конференцию. Представители политических партий и движений Таджикистана, а также отдельные активисты, своим участием на этом форуме хотели привлечь внимание мирового, особенно представители оппозиционных партий и движений, независимых адвокатов, журналистов и общественных активистов. Хочу отметить, что к форуму также проявили интерес родственники, члены семьи политзаключенных, а также активисты, которые вынуждены были покинуть страну из-за массовых репрессий. В условиях, когда представителям оппозиции, независимым активистам и родственникам заключенных запрещено провести любые законы и акты по поддержке своих родных и соратников внутри страны, они вынуждены использовать другие мирные способы выражения своего протеста, что и было сделано в первые дни данного форума. Кстати, все действия представителей гражданского общества Таджикистана в рамках данного форума соответствуют нормам регламента мероприятия и заранее было согласовано как с местными властями, так и организаторами мероприятия. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить польских властей и организаторов конференции за содействие законному и полноправному участию представителей гражданского общества в нашей стране на совещании ГИБЧ. Также хочу выразить особую благодарность таджикским участникам, как со стороны правительства, так и со стороны гражданского общества. В первые дни представители таджикских сторон показали высокую культуру диалога, общения и дискуссий. Несмотря на то, что порой дискуссия была очень жесткая и эмоциональная. Этому есть объяснение, поскольку почти у каждого участника мирных акций протеста в Варшаве или выступающих есть один или несколько родственников в правительственных тюрьмах, а другие члены семьи находятся в заложниках. С другой стороны, в составе правительственной делегации оказались люди, которые преступлений против представителей оппозиционных партий после сентября 2015 года. Естественно, когда жертвы узнают явных преступников и своих угнетателей в лицо,
очень сложно сдерживать эмоции. Хочу отметить, что узнав преступников в лицо, представители оппозиционных партий хотели подготовить разоблачающие документы для организаторов и участников конференции по факту участия сотрудников соответствующих структур Таджикистана в составе правительственных делегаций, которые совершали ряд преступлений против невинных людей, в том числе занимались фабрикацией уголовных дел. Возможно, утечка информации стала одной из причин поспешного ухода делегации из Варшавы. Уважаемые дамы и господа, после сентября 2015 года количество политзаключенных в нашей стране возросло в несколько раз. Терроризмом уже долгие годы фактически занимаются борьбой с инакомыслием. Среди политзаключенных находятся не только более 100 представителей ПИФС, которые являются единственной политической партией религиозного характера в регионе, но и адвокаты, журналисты, лидеры светских политических партий и движений. Еще до сентября 2015 года на длительный срок были осуждены лидер Демократической партии Таджикистана Махмадули Искандаров, лидер и основатель партии Новый Таджикистан Зайд Саидов, адвокат Шухрат Кудратов и многие другие. Но после сентября прошлого года ситуация приобрела трагический характер. Власть, почувствовав безразличие и отсутствие международного сообщества, начала открытую репрессию в отношении своих оппонентов. По надуманным обвинениям и без открытия судебных слушаний практически всем обвиняемым по делу ПИФ были вынесены длительные сроки заключения, а двоих заместителей лидера партии пожизненно лишили свободы. Более того, были арестованы все независимые адвокаты, которые взялись за защиту членов ПИФ, в том числе братья Бузурмех и Джамшед Йоровы и адвокат Муидин Махкамов. На днях закончили слушание по делу адвоката Бузурмеха Йорова, и по информациям СМИ обвинитель запросил приговорить его на 25 лет лишения свободы. Мы призываем международное сообщество, в том числе ОБСЕ, защитить таджикского адвоката от произвола и беззакония. Ситуация с правами человека в Таджикистане резко ухудшится. Работа конференции еще не закончилась, но уже начались угрозы, погромы, поджоги и забрасывание камнями в домах родственников оппозиционеров и участников данного форума. Власть организовала отряд из числа агрессивных молодых людей и криминала, которые в разных городах страны в течение последних 3 дней атаковали дома основателя ПИФ покойного Устода Саидабло Нури, дом отца и родственников председателя партии как в родном Телине, так и в городах Душанбе и Вахтар, дом первого заместителя председателя партии господина Хусайни и дома активистов партии Йокубджона Илхомова, Шухрати Рахматулло, Бободжона Каюмзода и многих других. Молодежная дочь Шабнам Худайбедовой. Кстати, активная участница данного форума. Факты показывают, что власть выбрала путь запугивания, шантажа, психологического и физического террора. Необоснованно обвиняя своих оппонентов в экстремизме и терроризме, сама таджикская власть прибегает к методам террористических и экстремистских организаций. Уважаемые участники, в заключение хочу сказать, что несмотря на все провокации властей и специально созданной конфликтогенной ситуации в стране, все конструктивные оппозиционные силы Таджикистана едины в продолжении борьбы только мирными средствами. Мы уверены, что ни в коем случае нельзя отвечать на насилие властей насилием. Более того, это на руку авторитарным режимам и террористическим организациям. Но если ситуация в ближайшее время не изменится в лучшую сторону, и люди не почувствуют, что можно мирными средствами бороться за свои права, то это неизбежно приведет к эскалации
опираются на власть, которые отняли у населения и настоящее, и будущее. Учитывая того, что технически сложно говорить издалека, я на этом заканчиваю свое выступление.